Здравствуйте, в эфире «Актуальное интервью». В студии работает Евгений Боженко. 15 апреля состоится праймерис «Единой России». Что это такое, почему проводится предварительное голосование, кто кандидаты? Об этом и не только об этом мы сегодня поговорим с Дмитрием Никифоровым, руководителем регионального исполкома, регионального отделения партии «Единая Россия». Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с самого начала объясните нашим зрителям, что такое праймерис. Ну, предварительное голосование – это конкурентный, легитимный и открытый отбор кандидатов от партии для последующего движения на выборах различного уровня. И, проще говоря, это партия не в кабинетах определяет своих кандидатов на выборах, а именно у избирателей, у нашего населения спрашивает, кто же достоин представлять партию на выборах различного уровня. Праймерис проводится не в первый раз. В этом году какие-то изменения произошли в организации? Ну, в целом в организации особых изменений нету. Если говорить о процедуре предварительного голосования, применяется вообще 4 модели в соответствии с уставами и с положениями. Ну, в основном, вот, начиная с 2015 года, применяется модель номер 1, что представляет, значит, участие в голосовании всего населения, который проживает в данном округе. Сколько выдвинулось участников в этот раз вообще? Ну, на этот раз у нас осенью в единый день голосования будут проводиться, как вы знаете, выборы депутатов, народных депутатов Республики Саха-Якутия. Также у нас будут проводиться выборы 15 глав районов, 16 глав поселений, ну и депутатов Гордумы города Якутска и в 22 районах депутатов райсоветов. Также будут проводиться еще выборы депутатов поселенческого уровня. Исходя из этого, на все уровни выборов мы будем проводить вот отбор посредством предварительного голосования 15 апреля. На данный момент по выборам народных депутатов выдвинуто 210 человек. Ну, исходя из расчета, что 70 у нас мандатов, то это примерно 3 человека на мандат будет такой конкурентный отбор. Ну а по выборам муниципальным в целом сейчас на данный момент выдвинуто более 1000 человек. И это получается тоже примерно 2,5-3 мандата на отбор, конкурентный отбор на 2-3 человека на мандат. 210 на выборы в Госсобрание и 1000 человек. Вот эти цифры, они по сравнению с предыдущими выборами, с предыдущим праймерис, это больше или меньше, чем было? Ну, примерно сохраняется тенденция вот какого-то провала или, например, прямо вот повышенного интереса. В среднем, если усредненно взять, такого не наблюдается. Ну, конечно, в зависимости, особенно вот на муниципальных выборах глав поселений и глав районов, вот наиболее остро проходит. Ну, это понятно. В целом на местах людям муниципальная власть гораздо ближе. Они ежедневные все эти проблемы решают именно совместно с главами вот этих поселений, глав районов. Поэтому, естественно, и острота борьбы ощущается. Ну, я считаю, что это не прямо вот в количестве, а выражается в качестве кандидатов. И мы понимаем, что, естественно, люди голосуют за личность. А по составу мужчины, женщины, образование как-то изменилось или тоже тенденция прежняя? Ну, у нас в политическом поле более активны мужчины, как правило. Но если судить по выборам народные депутаты в предварительном голосовании, из 210 человек 79% это мужчины, а 21% это женщины. Если говорить по составу, вот, по гендерному составу говорить. Ну а самый активный возраст это наблюдается вот от 40 до 50 лет. То есть мы понимаем, что в среднем кандидат наш, который хотел бы принять участие в предварительном голосовании по выборам народных депутатов Республики Саха-Якутия, это мужчина, в основном от 40 до 50 лет. Естественно, и представлена молодежь, и представлено более старшее поколение, но тем не менее, вот в среднем, если показатели смотреть и анализировать такие. А почему среди участников есть беспартийные? Это ведь партийное голосование? Ну, по крайней мере, вот в самом начале я говорил о открытости, конкурентности и легитимности. В целом, нашим уставом и нашими положениями
регламентами определено, что в предварительном голосовании могут принять участие не только члены партии, но и беспартийные. Естественно, не члены другой партии. Ограничение только вот по этому критерию идет. И еще, чтобы у человека было пассивное избирательное право, то есть быть право избранным. А как вы оцениваете активность участников праймерис? Но активность тоже в зависимости от конкуренции, которых в определенных округах где-то разная, конечно. Где-то примерно участники предварительного голосования понимают, что они лидеры, но тем не менее в любом случае конечную точку поставит население, наш избиратель. Поэтому в любом случае активная работа именно с населением всегда дает хорошие плоды. А каков порядок? То есть дату мы знаем, 15 апреля, да, а каков порядок по голосованию? Как это будет проходить? Но у нас нынче выборами и процедурой предварительного голосования охвачена вся республика. 100% будут охвачены все муниципальные образования. Ну и порядок голосования прямо как на выборах. С 8 утра до 8 вечера будут открыты участки голосования, они уже определены. Ну и каждый избиратель может вправе прийти, проголосовать и принять участие в данном отборе. Голосовать может любой желающий, имеющий на это право, да? Да, естественно, у нас получается основной критерий отбора – это избиратель, то есть имеющий активное избирательное право, гражданин, который проживает в данном округе. Вот основной критерий. То есть как обыкновенные выборы, да, обычные? Да, как обычные выборы. А как будут определяться победители? Ну, победители определятся по количеству набранных голосов, То есть естественно, так же, да. Так же прямо как на выборах. Но в отличие от выборов у нас голосование будет проводиться рейтинговое. Это говорит о том, что избиратель может выбрать не только одного человека, а нескольких. Вот в этом и заключается особенности, вот, например, проведения предварительного голосования от выборов. То есть, ну и в итоге простое большинство, да? Да, в итоге простое большинство. Ну, например, у нас выборы по народным депутатам будут проводиться значит, по двум критериям, то есть это одномандатники и партийный список. По одномандатникам, естественно, тот, который набрал наибольшее количество голосов, он будет выдвинут партией на предстоящие выборы. Ну и в списке определяется рейтинг по количеству набранных голосов. То есть, кто набрал больше всего, то будет занимать первую строчку, ну и в последующие. А возможность проголосовать за нескольких сразу кандидатов, она что дает? Ну, возможность дает о том, чтобы каждый, ну, например, для избирателя больше права выбора, да? Ну, например, в селах бывает, что часто хотят себя попробовать свои силы, например, с одной стороны родственники, с другой стороны друзья, и они могут поддержать в целом и того, и другого. Насколько известно, каждый из участников праймерис должен принять участие в дебатах. Это верно? Да. То есть это обязательное условие? Да, ну, значит, участие в дебатах как обязательное условие определено для кандидатов, которые проходят отбор по народным депутатам Республики Саха-Якутия и в Якутской городской думе. Это определено регламентом и положением. А муниципальные выборы – это не обязательное условие участия в дебатах, ну и в зависимости, например, есть ли необходимость проведения дебатов, в каждом муниципальном образовании оргкомитет сам определяет, провести дебаты или нет. Ну а так, в целом, мы считаем, что тем более на уровне народных депутатов Республики Саха-Якутия, на уровне Якутской гордумы, это должны быть люди, те, которые могут излагать свою мысль, могут дебатировать, отстаивать свои интересы и интересы своих избирателей. А сколько дебатов должен провести каждый участник? Но каждый участник должен принять участие не менее чем в 2 дебатах. Это тоже определено положением. Сколько победителей праймерис войдут в списки? Ну, в качестве кандидата, то есть в списке на выборы уже, имеется в виду. Ну, на выборах, как я сейчас говорил, тот, который отбирается как в качестве одномандатника или, например, на должность главы муниципального образования, набравший наибольшее количество голосов, того и будем выдвигать. И в зависимости от уровня выборов... То есть один победитель, кто победил, того выдвигает? Ну, по одномандатникам, да, один победитель, а по партийным спискам определится рейтинг.
По рейтингу. Да, И сколько будет человек? И в соответствии с которым мы будем выдвигать на выборах, да. Ну, например, по народным депутатам мы в каждом округе вправе выдвинуть не менее чем 3 и не более чем 5 человек, то есть от 3 до 5 кандидатов. В целом это дает то, что набрав наибольшее количество голосов, естественно, более, значит, имеет шансы для того, чтобы в последующем получить мандат. Ну и в жизни всякое бывает, например, занял должность, которая несовместима с депутатской деятельностью, ну тогда тот, который занимал вторую строчку, тоже всегда имеет шанс выдвинуться и получить мандат. Понятно. Предварительное голосование пройдет уже 15 числа, через 5 дней, да? На 6-й день сегодня у нас 9-е. Как вы оповещаете людей, избирателей о том, что пройдет эта процедура? Ну, естественно, все каналы средств массовой информации, в том числе мы у вас в студии тоже сидим, в качестве для того, чтобы информировать. Есть наглядная агитация, как о том, что открыты участки голосования, о том, что в таких-то участках будут проводиться предварительные голосования. Ну и в этом деле нам вдруг помогают, конечно, сами участники, которые в своих агитационных материалах тоже показывают, что это процедура партии «Единая Россия», что это будет проходить 15 апреля. И таким образом всеми каналами идет информация населению. И последний вопрос. Праймерис у нас проводится не в первый раз уже. Насколько этот механизм подтвердил свою эффективность? Ну, это, конечно, мое субъективное мнение будет, естественно. Значит, по крайней мере, вот такая открытая модель, легитимная модель, вот позволяет определять именно достойных кандидатов с охватом все мнений, учетом мнений всех жителей, которые принимали участие в данной процедуре. Поэтому считаю, что это достаточно эффективный механизм. Есть, конечно, и плюсы, и минусы, но тем не менее ни одна партия не проводит подобную процедуру. У нас нет междусобойчика, и то, что партия говорит о открытости, легитимности, о том, что мы слушаем каждого, умеем слушать каждого, и реально это отражается в механизмах процедуры предварительного голосования. Хорошо, спасибо. Спасибо. Я напомню, что у нас в студии был Дмитрий Никифоров, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия». Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами на Якутия-24.